Юбилейный саммит Организации тюркских государств прошел в резиденции президента Казахстана Аккорда. Организаторы решили провести встречу высоких гостей в атмосфере кочевого мира. Так президентов приветствовали батыры тюркских народов, которые сегодня объединены в такую крупную структуру, как ОТГ. К слову, вопросы культуры и сохранения истории стали одними из главных на обсуждениях лидеров. Саммит прошел под девизом «Тюркская эпоха» или «Тюрктайм». Девиз отражает 8 приоритетов, которым будет уделено первостепенное внимание. Это традиции, унификация, реформы, знания, доверие, инвестиции, медиация и энергия. Учитывая важность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, призываю уделить внимание дальнейшему усилению взаимодействия между тюркскими организациями сотрудничества «Тюрксой», Тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия и активизации работы по развитию туристической индустрии. В данном предлагаю объявить город Джалалабад туристской столицей тюркского мира в 2025 году, который находится на одной из ветвей Великого Шелкового пути. Цели и приоритеты развития тюркского государства в целом созвучны с проводимой в Кыргызской республике экономической политикой. В этом направлении Садыр Джапаров считает важным объединить усилия по наращиванию экономического потенциала и продвижению к устойчивому развитию нашим тюркским странам. Türk ekonomikалық қызматташтығының маанилүү натыйжаларынын бири катары Türk инвестициялык фондун түзүүнү кубануу менен. Считаю необходимым создать Тюркский инвестиционный фонд. Запуск его деятельности особенно актуален в условиях структурных изменений, когда важно сохранение и расширение доступности различных инструментов финансового рынка, необходимых для удовлетворения потребностей бизнеса и реализации деловых планов. Другим актуальным направлением сотрудничества представляет собой взаимодействие в рамках цифровой трансформации. В нашей стране действует парк высоких технологий. Также создан парк креативных индустрий, который включает 99 видов деятельности. В данном контексте предлагаю организовать цифровой форум государств-членов ОТГ в Кыргызстане в 2024 году. В ходе саммита Садыр Джапаров выразил готовность Кыргызстана к взаимовыгодному и многовекторному сотрудничеству с каждым заинтересованным участником, с каждой страной и с каждым партнером. В этом направлении глава государства считает важным укрепить сотрудничество в сфере почтовых услуг тюркских государств. Кыргыз Республикасынын Түрк мамлекеттер уюму алкагында жемиштүү кызматташуусун эске алуу менен в быстро меняющемся мире почтовые службы играют важную роль в обеспечении права на общение, предоставляя возможности обмена сообщениями, перевозки посылок и осуществления денежных переводов. Кыргызстан активно работает в сфере почтовых услуг. Предлагаю инициировать сотрудничество между назначенными почтовыми операторами государств-членов ОТГ путем создания рабочей группы для реализации концепции развития почтового обмена по сниженным тарифам. Экономика тармактарында биргелешкен долбоорлорду илгерилетүүдө өз ара кызыкчылыктын бар экендигин айгиленейт. По итогам саммита тюркские государства подписали 10 документов. Это Астанинский акт, Астанинская декларация, а также принят ряд важных решений в сфере экономики, торговли, транспорта, таможни, финансов, образования, туризма и культуры. Основная задача в том была, что как мы провели 10 лет и как мы будем дальше действовать наши успехи и достижения. Я думаю, что в этом за 10 лет наша Организация туркоязычных государств имела достаточно хороший опыт. Мы в прошлом году приняли план видения на 2040 года. И сейчас каждое направление работает по своим достижениям. Да? И самое главное здесь, что мир меняется, кризис. И в этом плане мы договорились, чтобы страны туркоязычных государств имели близкие отношения, информировали друг друга. И самое главное, мы были готовы к новым вызовам. Теперь Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Турция и Узбекистан продолжат совместную работу в рамках подписанных документов. В частности, в области метрологии и по реализации совместного плана действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ на 2023-2027 годы.
Ахмер Нурдинова, Инет Эргешева, ЛТР Астана.